Разговор о том, насколько важна профилактическая работа и практические навыки в тушении пожаров и противодействии террористам. В Батаревском округе за круглым столом обсудили вопросы антитеррористической защищенности и пожарной безопасности на объектах, подведомственных Духовному управлению мусульман Чувашской республики. Инструктаж по пользованию первичными средствами пожаротушения для имамов и прихожан мечетей провели сотрудники ВДПО. Умение правильно обращаться с огнетушителем поможет им быстро и эффективно справиться с пожаром в реальной жизни. По данным Главного управления МЧС России по Чувашии, за первые 4 месяца года в 13 округах республики наблюдается значительный рост пожаров. В 9 с погибшими. В Чебоксарах фиксируется одновременный рост пожаров и гибель на них людей. В республике ведется постоянная профилактическая работа в этом направлении. Тем не менее, обстановка с пожарами на территории региона остается сложной. Так, за истекший период текущего года мы зарегистрировали 556 пожаров. Это я говорю сейчас за всю республику. В огне погиб 31 человек. Травмы различной степени тяжести получили 26 человек. По каждой из этих позиций мы фиксируем значительный рост показателей. Плюс 9% по пожарам, 11% по гибели. Соответственно, увеличился и материальный ущерб как у граждан, так и у субъектов предпринимательства. В Батаревском округе с начала года зарегистрировано 18 пожаров. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Профилактическая работа приносит свои плоды. Кроме того, цифры статистики снижаются еще и потому, что в селе Шагырдан действует добровольная пожарная команда, которая в любое время готова обеспечить подвоз воды. Для этого у них есть тракторы и несколько цистерн. Тем не менее, расслабляться не стоит, отметил главный государственный инспектор Чувашии по пожарному надзору Алексей Большов. Совсем недавно в Тюменской, Курганской и Свердловской областях прошла целая волна страшных пожаров. Не исключено, что мы в ближайшее время, и, может быть, услышим и по телевидению от пресс-службы ГУ МЧС и МЧС Российской Федерации о том, что некоторые, может быть, поджоги были инициированы как террористический акт, потому что статья 205 террористический акт, она как раз и подразумевает одно из направлений терроризма – это совершение поджога в целях устрашения населения. Угрозы террористического характера, по данным антитеррористической комиссии Чувашии, сегодня не просто сохраняются, но и приумножаются. В этом году в регионе уже возбуждено несколько уголовных дел по террористическим статьям. Усиливается и активность спецслужб Украины по вербовке молодежи в целях совершения терактов. Деятельность по антитеррористической защите религиозных объектов в республике координирует Министерство культуры Чувашии. Пока в Батаревском округе прокуратура в этом плане видит ряд недостатков. То есть необходимо активизировать именно паспортизацию и категорирование данных объектов. Работы в этом направлении очень много, потому что только несколько объектов были категорированы и паспортизированы. По остальным объектам пока работы не видно. Я прекрасно понимаю, что требования безопасности к объектам у государства высокие. Это видеонаблюдение, система сигнализации и так далее. Не всегда на это денег хватает. Но в тех объектах, в которых много присутствует граждан, главная задача наша вместе с вами сделать так, чтобы люди были в безопасности. Руководитель антитеррористической комиссии Чувашии также отметил, что теракты сегодня могут совершаться и при помощи беспилотных летательных аппаратов. Поэтому во время религиозных массовых мероприятий при обнаружении даже на подлете такого технического средства стоит обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, Евгений Терешин рассказал, как имамам и председателям приходов необходимо действовать при возможном вооруженном нападении террористов. А также напомнил, что не стоит надеяться на авось. Свои действия в таких ситуациях просто необходимо периодически тренировать, чтобы впоследствии можно было безошибочно применить знания на практике. Только эти навыки помогут спасти десятки жизней в чрезвычайной ситуации. Екатерина Храмкина, Диана Иванова и Игорь Ульянов. Вести, Чувашия.